Абсолютно комфортно себя чувствую, значит, здесь, работая в университете. Для меня вообще характерно, исходя из моей предыдущей деятельности, если посмотрели, вот, например, мою биографию, если видели и помните, я достаточно часто, каждые 8-10 лет, меняла вообще сферу деятельности кардинально, совершенно. Да, то есть, и в данном случае для меня это вообще такая смена, она для меня в целом комфортна. Сегодня, когда я стала работать здесь, в университете, это еще плюс добавляет мне в моей депутатской деятельности, потому что отсюда, из университета, очень много видно каких-либо вопросов, которые требуют сегодня государственного решения. С точки зрения выполнения даже той же самой стратегии развития нашей республики, а это дело каждого депутата способствовать ее выполнению, соответственно, то есть в той части, которая касается университета, это подготовка кадров. Но я еще напомню один момент. На мой взгляд, вообще ректору такого крупного вуза, как Сыктывкарский государственный университет, обязательно нужно быть депутатом, на мой взгляд. Именно почему? Потому что сегодня ректор решает многие задачи, от решения которых зависит вообще развитие нашей республики. Поэтому здесь связка ректор-депутат – эта связка очень важная и нужная. И я напомню, что вообще-то первый ректор Сыктывкарского государственного университета, Витязева Валентина Александровна, она была депутатом Верховного Совета. И именно депутатский мандат позволял ей работать через, значит, свою деятельность профессиональную здесь, в университете, на республику. Стипендиальный фонд, собственно говоря, он остается в прежнем размере, что и был на этот год. То есть по расчету, по количеству студентов, ну, как положено, он считается нормативным способом, соответственно. То есть сокращений в этом плане нет. Сегодня доведены до нас цифры уже по государственному заданию, значит, на 10% сокращения. Значит, и в данном случае здесь задача сегодня университета, по сути, да, то есть мы пойдем именно таким путем, мы попытаемся заработать дополнительные средства для того, чтобы восполнить эти 10%, которые нам, соответственно, уменьшают по финансированию. Сегодня ВУЗ активно работает и привлекает внебюджетные средства, соответственно, предоставляя различные услуги образовательные, программы дополнительного образования, программы повышения квалификации, работая по привлечению научных грантов. То есть, на мой взгляд, нам вполне абсолютно коллективу по силу восполнить то сокращение, которое у нас было по государственному заданию, будет в следующем году. Одна из задач реорганизации, собственно говоря, это сокращение штатов обслуживающего персонала. Вот в течение этого года, еще до того момента, когда уже мы поняли, что находимся в ситуации кризиса, мы уже сократили на 30% обслуживающий персонал. Это служащие и рабочие. На 30% произошло сокращение. Профессорско-преподавательский состав у нас сократился, по-моему, на 4 или 5%. Значит, и, собственно говоря, мы должны и обязаны выполнять ту дорожную карту, которая была утверждена, и мы должны до 2018 года, соответственно, да, первое, добиться того, чтобы средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава была двойная по региону, да, то есть, соответственно, от средней заработной платы по региону. И мы идем, выполняем эту дорожную карту. В этом году у нас норматив 125%, значит, к средней по региону. Мы его выполняем, да, то есть вот сейчас в декабре завершаем выполнение. Есть еще один показатель. Это количество студентов на одного преподавателя. Сегодня у нас 1 преподаватель на 10 студентов. К 2018 году должен быть 1 преподаватель на 12 студентов. Здесь можно идти разными путями, сокращая профессорско-преподавательский состав, либо вторым вариантом, который мы для себя взяли за основу, наращивая количество студентов. Мы не собираемся ни одно направление ужимать. Для нас они все важны.
Но здесь хотелось бы один момент такой ответить. Вот поскольку я уже говорила о том, что университет – это вуз, который в целом нацелен на то, чтобы готовить кадры для нашей республики, для выполнения стратегии развития нашей республики. Конечно и естественным будет, если мы будем усилять направления и расширять спектр программ различных по тем направлениям, которые важны для развития нашей республики. А для нашей республики важна отрасль образования. Да, то есть и мы, соответственно, здесь должны думать о том, каким образом мы сегодня будем готовить нового педагога. Да, то есть те тенденции, те требования, которые идут со стороны сегодня федерального центра, это изменить подготовку педагога. Да, то есть мы будем участвовать в экспериментах, это однозначно. Мы уже заключили договор с Московским городским педагогическим университетом. Это один из ведущих вузов, который сегодня отрабатывает новые модели стандарта педагога, подготовки стандарта педагога. Мы будем работать над этим вопросом, да, то есть мы будем участвовать в этой части. Поэтому педагогическое направление важно. Здравоохранение. Мы будем получать новые лицензии. У нас практически готовы пакеты документов для новых направлений подготовки в эту отрасль. Реорганизация на самом деле, да, это процесс, естественно, он достаточно длительный. И не может быть он завершиться, там, например, там, в год, в полтора. Да, то есть это достаточно длительный процесс и на самом деле требует серьезной работы. Да, формально мы завершили. В январе месяце слились на единый юридический счет. И более того, уже вот весной и в лето мы приняли решение о новой структуре университета. Да, то есть с учетом присоединившегося к Коми Государственного педагогического института. Но понятно, что мы должны посмотреть, как эта структура работает. И если мы увидим, что есть смысл, да, то есть, ну, например, и будет целесообразно, значит, что-то еще подкорректировать с точки зрения структуры, значит, мы это сделаем. Вот. Но здесь, на мой взгляд, самое главное, то, что не может быть завершено в короткие сроки с точки зрения реорганизационных процессов, это вопрос сложения и объединения самого коллектива. Вот в этой части на это потребуется, наверное, еще 2-3 года, как я оцениваю. Аккредитация для нас был такой волнительный момент, потому что, безусловно, там должны были аккредитоваться те программы, которые, собственно говоря, к нам пришли, да, в университет. И при этом напомню, что требования это вообще-то к программам, да, то есть уровни института, они, скажем, одни, а университет это шаг выше, то есть по, соответственно, качеству. Конечно, у нас были переживания. Вот. Но я хочу сказать, что вообще коллектив педагогического института бывшего, да, они молодцы, значит, выложились по полной, значит, смогли в короткие сроки, да, то есть вытянуть на общий университетский уровень, к стандартам университета все программы, все требования, значит, и справились блестяще с этой задачей. В целом университет прошел достаточно успешно всю аккредитацию со стороны, значит, экспертов, которых было 20, и у нас 67 программ выходило на аккредитацию. При этом 4 программы выходили по уже стандартам, вступившим с 1 сентября, но при этом стандарты были утверждены буквально за месяц до приезда комиссии. Можно себе представить, что это была за работа. Самый хороший и добрый итог этой аккредитации – то, что у нас появились, чувствуются новые партнеры. Да, потому что эксперты с разных вузов, и, в общем-то, опыт друг друга, безусловно, бесценен. Международные программы в целом университета и международные контакты достаточно широки вообще, да, то есть, безусловно, приоритет здесь направление, это финно-угорское направление, и достаточно активно у нас развиваются различные международные программы академических обменов студентов-преподавателей. Серьезное направление для нас Германия. Ну, считается как бы высшим пилотажем для любого вуза российского иметь программу двойных дипломов. Вот с университетом Хальбранд, Германия, у нас, соответственно, есть программа двойных дипломов. И сегодня немцы приезжают сюда, ребята, студенты, получают наши, значит, документы, значит, учатся, и наши ребята ездят, учатся. Поэтому, в общем, достаточно широко развито. Дизайн направления очень хорошо, международные контакты у нас идут, и там у нас и Италия, и Норвегия, и Финляндия, да, то есть очень такой достаточно высокий уровень
уровень международных контактов такой достаточно плодотворный. Сегодня на самом деле для университета с точки зрения повышения и академических обменов является только лишь одно препятствие. А препятствие – это плохое знание языка нашими студентами. Я вам хочу сказать, что даже вопрос не в наших студентах, а в целом языковая подготовка в нашей республике сегодня, наверное, все же не на достаточном уровне находится. И вот в этой части самому университету тоже надо работать. Почему? Потому что ведь именно мы готовим, собственно говоря, преподавателей иностранных языков. То есть эта проблема, да, то есть на самом деле она произрастает из университета в целом по республике. Именно поэтому мы сегодня поставили задачу – это развитие международной языковой среды в университете. Это серьезное новое научное направление. Причем это направление не только важное для нашей республики или нашей России, это очень важное направление в целом, да, для мировой науки, социология. Вот. Но вернее, здесь, да, то есть, безусловно, университету еще предстоит работать, потому что это новое направление. Мы должны, первое, отлицензировать. Второе, у нас должны появиться ученые, которые заинтересованы в развитии этого направления, соответственно. И в целом, да, то есть, это даст университету новое научное направление, которое даст соответствующий имидж и статус. И уже не только в рамках нашей страны, но и на международном уровне. Мне папа говорил, как только ты начнешь ругать молодежь, значит, ты уже перешел в мудрый возраст. Но действительно студенты-то другие. Они не хуже и не лучше, чем были тогда, когда мы учились. Просто другие. Потому что сегодня молодой человек, приходя в вуз, он уже благодаря, наверное, современным технологиям, он уже обладает, пусть хаотичными, но обладает серьезными знаниями. И здесь очень важный момент. Готов ли преподаватель, заходя в аудиторию, не просто к лекции, а готов ли преподаватель сегодня работать со студентами, по сути, скажем так, в формате диалога, обмена мнениями, обмена знаниями. И сегодня преподаватель не только должен давать знания, но он должен помочь еще и структурировать те знания, которые сегодня уже обладают молодые люди. Очень важно студента услышать, а не только прочитать лекцию. Важно его дать возможность студенту донести тоже какую-либо информацию, да, то есть до своих же, коллег по студенческой скамье. То есть это несколько другой формат преподавания. Использование современных технологий. Потому что лекция, как это было раньше, и сидели под запись, это уже сегодня, наверное, от такого формата надо отказываться. Использование современных технологий в аудитории, это, наверное, сегодня уже должно быть нормой. Да, использование дистанционных курсов, это должно быть нормой сегодня в аудитории. Возможность дать студенту не просто лекцию услышать, а возможность дать студенту самому стать исследователем, это тоже должно быть стать нормой преподавания. То есть это немножко другая работа преподавателя сегодня в студенческой среде.